Ну, в духе нашего оптимистического мировоззрения, которое воспитано в нас еще с советских времен и так далее, сказать, да нет, нас ждет хорошее, счастливое будущее и так далее, и так далее. Я думаю, что это было бы с моей стороны лукавством, потому что я думаю, что впереди не только нас, и не только Россию, а весь мир ждут довольно большие потрясения. И эти потрясения носят объективный характер, потому что, ну, знаете, как бы вот президент Российской Федерации в выступлении на Валдайском клубе сказал о том, что капитализм в современных его формах изжил себя, и он дальше не стал развивать эту мысль о том, что необходимо делать, какой, значит, общественно-экономический строй устанавливать и так далее, и что вообще должно прийти на замену этому капитализму. Не стал развивать эту мысль, значит, ну, у него другие были цели выступления, и он там несколько другие темы затронул. Но такую фразу он произнес. Это неспроста. Значит, и не только он об этом говорит, но говорят об этом уже и на Западе и так далее. И связано это с тем, что вот сама технологическая основа жизни современного человека, значит, она уже не позволяет, будем говорить, дальше развиваться всем нам, значит, так как всему человечеству, потому что виден конец природных ресурсов, использования вообще, в принципе, нашей планеты для жизни человека. Ну, иные говорят о перенаселенности, особенно на Западе эта тема очень сильно там муссируется и так далее, и так далее. Значит, и что надо что-то делать для регулирования численности населения. Другие говорят, что вот глобальное потепление нас уничтожает. Так. Третьи говорят, что, значит, скоро закончатся все ресурсы природной нефти, газа там, и так далее, и так далее. Это показатель того, значит, что мы при тех технологиях, на которых мы сегодня живем, к которым мы привыкли и так далее, дальше развиваться некуда. Жизнь человека не может радикально улучшиться, невозможно решить тот груз проблем социальных, политических, там, экономических, которые сейчас есть по всему миру. Значит, как бы мы неплохо не жили в России, но надо иметь в виду, мы еще более-менее существуем, а существует десятки, тысячи, вернее, десятки стран и миллионы и сотни миллионов людей, которые едва сводят концы с концами, влачат жалкого существования. Именно поэтому всю планету трясет. Тут там какие-нибудь цветные революции, там восстания, там стычки, там войны, там буквально геноцид какой-то по отношению друг к другу устраивают народы. Значит, так, большие государства, там Китай, значит, Америка, там между собой начинают столкновения и так далее. Вот нам становится тесно. Нам надо менять свой технологический уклад. Вот это понимание постепенно созревает. Такое возникло неоднократно в истории человечества. И оно приводило, как правило, и к мировым войнам, которых было несколько, мы считаем, что 2, на самом деле их было как минимум 4, там, за передел всего, и, значит, за лидерство в технологиях и так далее, и так далее. Но тогда были заделы в науке, заделы, значит, в новых технологиях, которые нарождались. Сейчас этих заделов нет, и похожая наука находится в тупике, физика, значит, химия там и так далее. Не зря вот сейчас идут такие, знаете, разговоры о том, что физики начинают пересматривать, значит, вообще, значит, справедливость теории относительности Эйнштейна там, и так далее, что мир, возможно, по-другому устроен, потому что это говорит о том, что те наши принципы, значит, подходят в тупик. И поэтому нас ждет такая огромная перестройка. Значит, она должна произойти в энергетической основе нашей жизни, должны появиться совершенно другие энергоносители, там, термоядерная, предположим, энергия или там, водородная энергетика. Понятно, что солнечные там, батареи, значит, ветровые – это тупик, это так, игрушки, что-то совсем другое. Понятно, что другие совсем у нас должны появиться средства коммуникации и транспорта. Значит, понятно, что по-другому должно складываться взаимоотношения между людьми, государствами. Значит, мы должны находиться не в состоянии непрерывной конкуренции друг с другом, а найти какую-то гармонию и так далее. Ну вот, в рамках социалистического общества такие идеи были, но они там не удались, мы этот опыт должны учитывать. Значит, что-то другое должно быть. Поэтому мир ждет такая большая перестройка. Перестройка, значит, на поверхности вещей.
Это, знаете, государства начинают друг с другом сталкиваться, значит, возможны войны, конфликты, создаются военные блоки, везде напряженность, там, значит, особенно часто говорят про напряженность между Китаем, Соединенными Штатами, значит, Россией там, с Евросоюзом, о росте турецкого фактора и так далее. Вот это все признаки, что становится тесным, передел назревает. Назревают какие-то новые прорывные отношения в новых технологиях, а это должно привести, значит, к совсем другой картине мира. Поэтому, значит, я так вот думаю, что сегодня, когда мы говорим о 50-летнем рубеже, то мы должны иметь в виду, что мы даже сегодня, и нам трудно сказать, как это все будет выглядеть и каким будет мир через 50 лет. Но если опираться не на эти такие рассуждения, если хотите, философские, а на, значит, допустим, то, что мы видим своими глазами, то у нашей республики вообще хорошая перспектива. У нас прекрасная ресурсная база. А ресурсы все время будут подниматься в цене, все время. Значит, ну, не будет нефть сжигаться в виде, значит, топлива, но, значит, это сырье номер один для химической промышленности. Значит, так, ну, не будет газ, будем говорить, поставляться на котельные, но это сырье номер один для производства удобрений и так далее. Продовольственная проблема – это проблема номер один скоро будет для человечества. У нас огромное количество, значит, земель сельскохозяйственного назначения, которые мы можем эффективно использовать и найти там, значит, такие новые технологии, которые бы основаны были на биотехнологиях, которые могут дать вообще существенно, совсем другое положение нашего сельского хозяйства. У нас огромное, будем говорить, количество территорий республики, это природные резерваты и так далее. Это природа, которая не просто для поддержания, будем говорить, жизни человека очень важна. Она у нас почти не тронута. Значит, у нас очень такие хорошие традиции сложились, значит, предположим, в науке. Ну, все-таки то, что у нас давным-давно действует Якутский научный центр со своими институтами, со своими темами исследований и так далее, плюс мы сейчас подключены к достижению мировой науки, должен дать какой-то симбиоз, результат. Мы должны найти, значит, новые свои применения своих сил. И вот я уже говорил и в биотехнологиях, и в развитии IT-технологий, особенно по части программного обеспечения, потому что у нас физико-математическая школа одна из хороших таких. Значит, по части, будем говорить, создания кибернетических основ управления, значит, производственными и другими системами. Здесь у нас может быть такой интеллектуальный прорыв. Ну, у нас еще есть и хорошие перспективы развития, значит, энергетики. Значит, энергетика основа всего. У нас огромный использование гидропотенциала. У нас, вот если, допустим, человечество действительно перейдет к водородной энергетике, как сейчас на Западе хотят сделать, то мы, по-моему, будем на большом-большом коне, потому что у нас для этого все есть. И вода, и гидроэлектрический потенциал, при помощи которого можно превращать воду, значит, в водород и кислород, так? И вообще стать великой энергетической державой. Поэтому, значит, есть сложности, трудности, но и есть и возможности. Но, как говорится, посмотрим, поживем, увидим. Через 50 лет поговорим об этом.